Я не зря начала свое сегодняшнее видео с гимна Канады. Помните, в предыдущих своих видео я вас знакомила с людьми нашей национальности Мари, проживающих в Америке. В этом видео я также знакомлю с нашим земляком, проживающим в Америке, но в Северной, конкретнее в Канаде. Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапор лиже пагалам елташлак, тиндандене Эльвира Америка Грич. Салам лиже. Приветствую всех, меня зовут Александр Иванов. Мари-Эл – это земля моих предков. Мой отец родился в деревне Абану Килиманского района, а мама в селе Еласы Горно-Марийского. Они встретились в школе-интернате в Козьмодемьянске. И после школы расстались на несколько лет. И когда моя мама уже после окончания радиотехникума работала на Ишкарлинском радиоцентре, лейтенант Василий Иванов приехал к ней и увез ее в военный городок Челябинской области. Так получилось, что я родился и провел большую часть моей жизни на Урале. Из-за профессии моего отца мне пришлось поменять несколько школ. В первый класс я пошел в Магнитогорске. Затем учился в селе в Свердловской области и на Сахалине, а заканчивал школу в Новосибирске. Это была физико-математическая школа при университете. Но в университет я пошел не в Новосибирске, а в Свердловске, теперь это Екатеринбург. Я учился на математико-механическом факультете Уральского государственного университета. И после университета работал на разных должностях, связанных с компьютерами, с информационными технологиями. Моя последняя работа в России до миграции была в Сбербанке в отделе банковских карт. К эмиграции в Канаду нас подтолкнули родственники моей жены, которые живут здесь где-то с середины 80-х годов. Они рассказывали о стране очень много хорошего, и мы решили, что для наших сыновей будет намного лучше расти здесь, а не в России. Поселились мы в провинции Онтарио, сначала в городе Торонто, а потом переехали в пригород, в город Вон. Но сейчас, чтобы попасть обратно в Торонто, мне нужно всего лишь перейти дорогу. Работаю я сейчас в агентстве, которое поддерживает компьютерные программы для онтарийской провинциальной полиции. В свободное время я посвящаю сразу нескольким разным хобби, самое главное из которых – это «Что, где, когда». Не та телевизионная программа, которую вы, возможно, видели, а ее спортивная версия. В спортивное «Что, где, когда» играют тысячи людей в разных странах. Они собираются вместе в одном помещении, чтобы отвечать на вопросы одновременно, а не как в телевизоре, и письменно. Я играю, начиная с 1993 года. Это уже получается, что в этом году исполнилось 30 лет, когда я первый раз сыграл «Что, где, когда». Мне довелось участвовать и в чемпионате России, и в чемпионатах мира. А приехав в Канаду, я стал чемпионом Торонто и чемпионом Канады с тогдашней моей командой. Но кроме «Что, где, когда» у меня есть и несколько других хобби, два из которых вы можете видеть у меня за спиной. Картинка на стене – это пазл. Я собираю пазлы разных размеров. Это самый большой из тех, которые я собрал, на 2000 кусочков. А справа наверху в шкафу вы можете видеть настольные игры, в которые мы с удовольствием играем всей семьей. Кроме того, у меня есть еще два интересных хобби. Самое затратное по времени – это изучение иностранных языков. Помимо английского, я изучаю французский, немецкий, испанский, итальянский, а до этого еще учил португальский и украинский.
К сожалению, к моему большому сожалению, у меня здесь не было возможности заниматься марийским, но я все еще держу это в планах. Кстати, о языках. Когда мы решили уезжать в Канаду, у меня были только минимальные знания английского, связанные с тем, что я работаю с компьютерами. В школе у меня были уроки немецкого, в университете тоже учил немецкий язык. Так что перед отъездом мне пришлось срочно идти на курсы английского языка, и у меня удалось сдать тест IELTS на уровне, позволявшем получить визу, чему я очень рад. Моим детям повезло меньше. У старшего только начинались уроки английского языка в школе, а младший не знал английского совсем. Но после переезда они очень быстро наверстали знание английского, и уже через год, через два они, особенно наш младший сын, поправлял нас, когда мы делали ошибки в английском. Еще одно мое хобби – это посткроссинг, то есть обмен почтовыми открытками. В интернете есть сайт, который называется postcrossing.com. На нем можно получить адрес совершенно незнакомого вам человека и отправить открытку, которая, по вашему мнению, ему может понравиться. А другие люди, тоже вам совершенно незнакомые, пришлют открытки вам. Я через этот сайт собираю открытки по нескольким темам. Например, британская королевская семья, парусные корабли, искусство. Но самая главная тема в посткроссинге для меня – это полиция. Я собираю любые открытки, связанные с полицией, и сейчас у меня уже более 300. В основном я нашел их сам в Канаде, но достаточно много получено из разных стран мира. Что мне нравится в Канаде? Прежде всего, это то, что Канада страна мультинациональная, мультикультурная. Канада построена иммигрантами. Когда мы приехали сюда 20 лет назад, нам рассказывали, что, например, в Торонто 60% населения – это иммигранты в первом и втором поколении. Я думаю, сейчас процент только увеличился. Или такой факт, что за 20 лет население Канады увеличилось с 30 до 38 миллионов. И абсолютное большинство вот этого прироста дают именно иммигранты. И здесь любой иммигрант из любой страны может стать не пришлым, не гастарбайтером, не чужаком, а настоящим канадцем. Я надеюсь, что мы тоже стали настоящими канадцами, хотя до сих пор говорим на английском с заметным акцентом. Но тут важно отношение к стране и к окружающим людям. Знаете, говорят, что канадца можно в толпе отличить потому, что если ты его толкнешь, он извинится, скажет «сори». Я могу подтвердить, что да, «сори» здесь срывается с языка совершенно автоматически в самых разных ситуациях. И совершенно нормально помочь человеку, с которым встретился в первый раз и никогда больше не увидишь, там, не знаю, там, помочь перенести что-то. Принято, например, придерживать двери в магазине или там в метро или где угодно для человека, который идет с тобой, не знаю, иногда даже не прямо рядом за тобой, а в 3-5 метрах. Так что иногда становится смешно, что люди специально вынуждены подбежать быстрее к двери, потому что кто-то до них поддерживает дверь. И несмотря на то, что многие иммигранты живут в своих комьюнити, есть, конечно, Чайнатаун, есть индийский район, есть маленькая Италия, маленькая Греция, что-то типа маленькой Польши, Украины. Но люди, сохраняя культуру своих стран, не отталкивают культуру других иммигрантов. И в итоге на фестивалях каких-то национальных групп всегда можно увидеть
людей из самых разных других национальных групп. Один из первых таких фестивалей, который мы здесь увидели, это называется фестиваль Данфорс, это в маленькой Греции. Когда мы пришли, мы первый раз увидели, как выглядит фестиваль национальной культуры, национальной еды. Мы шли, и хотя это был греческий фестиваль, там были все. Там были китайцы, тех же самых, русские, арабы, индусы, ямайцы, все. Каждый из этих праздников, он общий для всех. Это вот первое, что мне нравится в Канаде. Второе, это то, что Канада построена для людей. Построена так, чтобы здесь было удобно жить. И власти здесь не кто-то над тобой сидит, кто тобой командует, а те, кто обязаны сделать для нас жизнь удобнее. Ну, и хотя мы регулярно на них ругаемся, и в зависимости от того, какой партии принадлежим, но как минимум на местном уровне, на городском и части на провинциальном, это очень заметно, что делается много для того, чтобы, например, мы могли нормально пойти отдохнуть недалеко от нашего дома. Есть парки практически в каждом микрорайоне, что очень удобные библиотеки, очень удобное расположение школ. Сейчас, например, в нашем городе, в Воне, создается целая петля тропинок для трейлов, как здесь говорят, для того, чтобы просто можно было пройти практически вокруг всего города пешком или на велосипеде. Эти тропинки проходят по паркам и зеленым зонам. И вот из таких деталей, из бесплатных теннисных кортов, из катков, которые зимой можно найти во многих районах и которые охлаждаются специально еще холодильными установками из-под земли, чтобы даже при плюсовой температуре можно было кататься. Из многих других бесплатных вещей для людей складывается ощущение удобства жизни. Это вот вторая большая вещь, которая мне нравится в Канаде. Что мне не нравится в Канаде? Ну, в первую очередь это связано с политикой. К сожалению, значительная часть населения Канады в политике относится к левому крылу, к либералам и к новой демократической партии. Это почти социалисты здесь. И особенно это заметно в больших городах, в том числе и в Торонто, и, например, в Ванкувере. С моей точки зрения, это они, провозглашая целью как справедливость и хорошие условия для всех, на самом деле ухудшают экономическую ситуацию. Без хорошо работающей экономики достичь той же самой справедливости, и благополучия, и богатства для всех – это нереально. Поэтому я, например, стал членом консервативной партии. Ну, сейчас у нас премьер-министр либерал, господин Трюдо. Надеюсь, что в будущем году его сменит Пьер Пуальевр, это лидер консервативной партии. Что еще мне не нравится? Мне не нравятся высокие цены на жилье. В Торонто сейчас снять квартиру стоит больше $2000. Это, конечно, дикость. А цены на покупку жилья, на дом, на квартиру такие, что молодежи получить свое жилье почти нереально. Но, опять же, те же самые господа из новой демократической партии, сейчас у нас в Торонто новый мэр Чоу, она из НДП, предлагают меры для того, чтобы люди могли покупать квартиры, и снимать квартиры, не покупать, такие, которые приведут только к увеличению цен на аренду, на квартиры. Ну, тут, к сожалению, против демократии ничего не сделаешь. Мы, как бы нам это не нравилось, демократия есть власть большинства, и мы можем только продолжать агитировать, чтобы на будущих выборах
к власти пришли консерваторы. Насколько я владею марийским языком? К моему большому сожалению, не владею совсем. Как я рассказывал в самом начале, мои родители родом из разных районов Мариэл. И в их семьях говорили на разных диалектах. Мама говорила на горно-марийском в семье, и моя бабушка совсем не говорила на русском, но дедушка настаивал, чтобы все его дети хорошо владели русским языком. И это помогло потом маме и в учебе, и в общении. Так что мои родители дома говорили только на русском языке. К тому же мы все время жили не в Мариэл, а за ее пределами, и приезжали в Юац и в Абаннор только летом на каникулы к бабушкам. И вот там я слышал от бабушки это некоторое количество слов, и немножко меня учила мама. Ну, пуракече, ихте кемет невот, это незнание языка. Это, к моему большому сожалению, у меня потом... Я хотел выучить, но не было такой возможности. Вот сейчас я занимаюсь в Duolingo разными языками, начиная с французского, который является вторым государственным языком в Канаде. И только сейчас я узнал, что есть возможность заниматься и марийским языком тоже онлайн. Я очень надеюсь, что теперь я смогу выкроить время для того, чтобы наконец познакомиться ближе с языком моих предков. Приходилось ли нам путешествовать? Ну, на самом деле, путешествие – это сейчас одно из наших главных семейных хобби. Мы начали активно ездить по разным странам в 2015 году. И первая наша поездка это была Франция, это был Париж. Совершенно незабываемая поездка, когда мы реализовали мечту побывать в Париже и побывать во Франции. И в тот же год мы были в Голландии и в Бельгии. Позже мы ездили в Германию, в Чехию, снова во Францию и Португалию. Последний год, в прошлом году, мы поехали в Австрию и Венгрию. Каждая из этих поездок для нас была как маленькая сказка. Мы специально выбираем места, которые мечтали увидеть. Так вот в Германии, например, это был замок Нойшванштайн, красивейшее место. В Португалии Синтра, где множество очень интересных дворцов и замков. Вена просто один из самых красивых городов, которые мы видели. Лично в моем персональном рейтинге Вена сейчас стоит на втором месте после Парижа и перед Прагой. Так что да, мы путешествуем и надеемся путешествовать еще много. Например, в будущем году мы планируем посетить Италию. Но каждый год и регулярно ездить в Европу это достаточно, к сожалению, из Канады накладно. Поэтому мы чередуем поездки в Европу с поездками в США и по Канаде. Мы побывали пока не во всех провинциях Канады, побывали в 7 из 10 провинций. Это помимо Онтарио, Квебек, Альберта, Британская Колумбия, Новая Шотландия, Нью-Брансвик и Принц Эдвард Айленд. 3 атлантические провинции, Принц Эдвард Айленд, Нью-Брансвик и Нова Скотча, мы увидели буквально 2 месяца назад. Тоже была очень интересная поездка, которой нам только немножко не повезло с погодой. А до этого, например, осуществили еще свою мечту. Мы посетили Лас-Вегас. Мы небольшие любители играть в азартные игры, но сам город – это вещь, которую нужно хотя бы раз в жизни увидеть. Ну и помимо самого Лас-Вегаса мы посетили Гранд Каньон и еще один парк, который нас поразил тем, что в то время как в самом Лас-Вегасе
стояла очень жаркая температура, там вот, иногда доходило до 30, в этом парке мы увидели полметра снега. Это было потрясающе красиво. Мы поняли, что у нас есть большое желание поехать и не только по городам США, но и по подобным паркам. И я надеюсь, что одной из наших следующих поездок будет Йеллоустон. На ваш взгляд, чего не хватает в современном мире? И если бы была ваша возможность, что бы вы хотели изменить? В мире не хватает много чего разнообразного. Например, самое элементарное, это не хватает многих ресурсов. Не хватает воды во многих районах, не хватает плодородных земель и так далее, и так далее. Но с моей точки зрения, самое главное, чего не хватает в мире, это ума. И если бы люди были в среднем умнее, если бы проходили правильное обучение, то многих проблем в мире можно было бы избежать. С моей точки зрения, вообще значительную часть населения сложно назвать разумной. Люди действуют совершенно рефлекторно, по привычке, как они были научены в детстве, как положено реагировать, а не так, как реагировать нужно с точки зрения логики и ума. Вот элементарный пример с моей точки зрения – это ревность. Нас с детства вся культура воспитывает в том, что если любишь, то должен ревновать. Что с моей точки зрения, с точки зрения логики, совершенно неразумно. Ревность только вредит отношениям. Что касается того, чтобы я в мире изменил, наверное, самое важное, что действительно нужно изменить, это систему образования практически во всех странах мира. Сейчас есть очень немного стран, где обучают на нужном уровне и в правильных направлениях. Например, вот очень хвалит систему образования Финляндии. Канадская система образования, с моей точки зрения, неплоха, но это тоже в последнее время в нее внедряется слишком много идеологий. А детей нужно обучать в первую очередь это логике и обращению с информацией, умению понимать информацию, анализировать информацию и выбирать, чему верить, чему не верить, что правильно, что неправильно. И желательно, ну это еще даже не на школьном уровне, а на уровне семьи, воспитывать желание понимать других людей и учитывать их интересы и желания. Если бы удалось вот такое внедрить, если не во всем мире, то хотя бы в значительной его части, то мир стал бы намного удобнее для жизни. Канада – это страна, в которой мало истории, зато очень много географии. Поэтому мне было очень сложно сформулировать ответ на этот вопрос. Я могу перечислять места, которые нужно посмотреть, очень долго. Я решил ограничить себя небольшим списком. Во-первых, это Банф, национальный парк в провинции Альберта. С моей точки зрения, одно из самых красивых мест на Земле. Во-вторых, у нас в Онтарио очень известное место – это Ниагарский водопад. Одно из чудес природы. Если вы любите активный отдых, ходите пешком на велосипедах или плаваете на лодках, то я бы рекомендовал поехать в Атлантическую Канаду. Это провинции Нова Скотча, Нью-Брансвик, Ньюфаундленд, Лабрадор и Принц Эдвард Айленд, или в Британскую Колумбию на Тихом океане. Если же вас больше интересует история и культура, то вам, видимо, имеет смысл ехать в восточную часть Канады. От Кейп-Бреттона в Новой Шотландии до Виндзора в Онтарио вы можете найти множество музеев, где вам не только расскажут о истории, но и покажут ее. Актеры, изображающие жителей Канады прошлых веков,
расскажут, как европейские поселенцы постепенно осваивали территории, ранее принадлежавшие индейцам, как французы воевали за Квебек с англичанами, как потом канадское ополчение вместе с британской армией и индейскими союзниками воевали с американцами. Вы знаете, что в войне 1812 года канадская армия захватила Вашингтон и сожгла Белый дом? 11 лет назад события той войны очень масштабно, можно сказать, праздновались в Канаде. А вообще, каждое лето у нас проводится большое количество фестивалей, так что практически каждый уикенд можно найти что-нибудь себе по вкусу. Например, одно из крупнейших событий лета в Торонто – это Карибана, карнавал, подобный бразильскому, но с участием выходцев с Карибских островов. А лично мне очень нравятся шотландские фестивали, которые проводятся в маленьком городке Фергюс у нас в Онтарио. Ну и если еще сказать в искусстве, то канадским музеям сложно соперничать с европейскими, но у нас есть интересные музеи и в Торонто, и в Оттаве, и в Монреале, и даже в маленьком Фредериктоне в Нью-Брансвике в местном музее можно увидеть коллекцию работ Пикассо. В общем, если вы хотите посетить Канаду в качестве туриста, я думаю, что это очень хорошая идея. А тем, кто планирует перебраться в Канаду на постоянное место жительства, я бы посоветовал прежде всего хорошо оценить свои возможности и просчитать свои действия. Во-первых, вам понадобится знание английского или французского языка на очень приличном уровне. Во-вторых, вам нужно определиться, куда именно вы поедете. Очень много мигрантов едет в Торонто и Ванкувер, но именно в этих городах сложнее всего купить или снять жилье. Поэтому, возможно, имеет смысл подумать о других провинциях или о менее крупных городах. Далее, начинать имеет смысл не с обращения в разные консультационные фирмы и не с вопросов в интернете, а с проверки сайта Министерства иммиграции Канады, где вы можете найти ответы почти на все вопросы, которые реально должны интересовать иммигрантов. Если же вы решите, что вам действительно хочется в Канаду, если вы решите, что у вас для этого есть возможности, добро пожаловать и удачи! А в конце я хочу ответить на вопрос, который я задам сам себе. Вопрос, который считаю очень важным. Что такое для меня Мари Эл? Мари Эл – это бабушкин дом в Ивасах. Это Куда, где мне нравилось посидеть с книжкой. Это речка Юнга, куда мы ходили купаться с двоюродным братом. Это вишневое варенье из собственного сада. Парное молоко, которое нам приносили соседи, когда мы приезжали к другой бабушке в Абамур. Радио на марийском языке, которое я не понимал, но которое нравился мне своим звучанием. Книжка Марша Парса, которой я зачитывался в детстве и из которой узнал, что национальный марийский герой жил не так далеко от родины моей мамы. Может быть, вот эта книга дала мне тогда ощущение связи с краем, с его историей. И, кроме того, я тогда осознал, что люди вокруг меня могут быть очень разных национальностей, но каждому из них нужно относиться с уважением, независимо от национальности, независимо от цвета кожи, от языка и так далее. И, возможно, это помогло мне прижиться в Канаде, где умение жить в мире с людьми, приехавшими из самых разных стран, очень важно. Вот так вот. Воспоминания о бабушкином доме связали меня теперь снова с Канадой.
Ну и напоследок, спасибо, что вы посмотрели мой рассказ Кугутау. И до свидания. Спасибо, Александр, за ваше время, за предоставленные фотографии и, конечно же, за ваши искренние ответы на мои вопросы. От души вам, Александр, и вашей семье я желаю всех благ. Спасибо за просмотр моего видео. Подписывайтесь на мой YouTube канал, кто еще не подписался, а кто уже подписался, вам огромнейшее спасибо. Распространяйте мое видео. Не забудьте поставить лайк и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Тау! Видеом ончымаланда күйші YouTube каналышкем возалтын оғылгын возалтса. Возалтшы-влаклан Кугутауым ойлайым. Видеом шараза, лайкым шандаш ида монды, тажа да пелан лиза. Тиндан дене Эльвира Америка гыч лийын.